Сегодня в России отмечают День ВДВ – праздник мужества, доблести и отваги. Сосногорские десантники по традиции собрались в сквере участников локальных конфликтов. Каждый, кто прошел эту суровую школу, свято бережет традиции своих предшественников, остается верным Отечеству и своему народу. На протяжении всей своей истории крылатая пехота олицетворяет настоящее мужество и бесстрашие. Первым с поздравлениями к собравшимся обратился глава района Ильдар Махмутов. Сегодня вся страна отмечает праздник День образования воздушно-десантных войск. И нам очень приятно, что у нас в Сосногорске очень много ветеранов, которые служили, начиная от первых дней Афганистана. Есть здесь ребята, которые заходили прямо в первые дни. И до все остальные локальные войны прошли до сегодняшних событий, которые происходят в специальной военной операции. Наши десантники всегда отличались мужеством и героизмом, отвагой и взаимовыручкой. Боевые заслуги российских десантников служат примером патриотизма, доблести и отваги. И нельзя забыть о тех, кто сегодня с мужеством и честью защищает нашу Родину на передовой. Наши ребята, которые находятся в зоне специальной военной операции, десантники, они также достойно, мужественно служат, стоят на защите нашего Отечества, также мужественно выполняют боевые задачи. И мы знаем много уже примеров, погибших воинов-десантников, которым присвоено посмертное звание Героя России. С поздравлениями к виновникам праздника обратился председатель Союза ветеранов Афганистана Владимир Жигунов. Он отметил, что десантники отличаются особой дисциплиной, а самое главное для голубых беретов – чистое небо над головой. Дисциплина в афганской войне в десантных войсках она была самой высочайшей, что нам позволяло выполнять очень серьезные операции против врагов и, соответственно, выходить практически невредимыми. Как сказал командующий Громов, маджахеды могли сделать многое, а мы делали, что хотели. Также в минувшее воскресенье в нашей стране отпраздновали День военно-морского флота России. Среди жителей Сосногорска немало тех, кто прошел суровую флотскую школу. Обладатели тельняшек и бескозырок собрались в сквере участников локальных конфликтов для того, чтобы отдать дань памяти и уважения героям, защищавшим рубежи нашей Родины, и поддержать россиян, в том числе и наших земляков, участвующих в специальной военной операции. Наши ребята, которые идут служить по контракту, многие попали служить в 200-ю бригаду морской пехоты. И половина, которые весной, с марта месяца ушли служить, половина попали туда. На сегодняшний день они также участвуют в специальной военной операции. В ближайшие дни у нас тоже из числа стоящих в строю также один человек уходит служить 4 августа по контракту. Я хочу поздравить всех ветеранов морского флота, всех ветеранов моряков, которые служили, с этим праздником. Пожелать вам здоровья, крепкого благополучия, удачи и успехов и мирного неба над головой. Россия – великая морская держава. Она носит это гордое звание благодаря многим поколениям моряков, продолжающих верой и правдой служить нашей Родине. Сосногорцы, отдавшие свое сердце флоту, хранят память о легендарных подвигах своих отцов и дедов и свято чтят морские традиции мужества и отваги, самоотверженной верности долгу и Отечеству. Этот день всегда немножко волнителен, так как вся страна поздравляет с профессиональным праздником элиту военно-морского флота. Это военных моряков. Военные моряки всегда отличались выправкой, являлись примером мужества и отваги. Сегодня я хочу пожелать вам здоровья, крепкого здоровья, успехов в личной жизни. Пускай море жизни будет всегда добрым, ласковым и нежным. После официальной части в дни празднования были возложены цветы к подножию монумента. Память героев, отдавших свои жизни за свободу Отечества, почтили минутой молчания.
Оба праздника не обошлись и без спортивных состязаний, подъем гири и перетягивание каната. И десантники, и моряки показали отличную физическую подготовку. Мария Ледовских, Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В июле министр внутренних дел Республики Коми Андрей Сицкий представил личному составу Сосногорского отдела нового руководителя Павла Стадника. Генерал-майор полиции поздравил Павла Сергеевича с назначением на должность и вручил служебное удостоверение, а также выразил уверенность, что на новой должности капитан полиции Павел Стадник справится с поставленной задачей и пожелал успехов новому руководителю. После представления глава ведомства с личным составом УНВД России по городу Сосногорску подвели итоги оперативно-служебной деятельности отдела за первое полугодие 2023 года. В совещании приняли участие глава Сосногорского района, представители прокуратуры и Следственного комитета. Всего за полгода сосногорскими полицейскими было зарегистрировано более 5900 обращений. Получается, что в полицию обратился каждый 6-й житель района. С докладами выступили руководители подразделений. Работу сосногорских полицейских за первое полугодие 2023 года положительно оценил прокурор города Сосногорска. С точки зрения прокурорского надзора, я считаю, что работа в полугодия была проведена, заслуживает положительной оценки. Заслушав доклады, Андрей Сицкий указал личному составу отдела на недостатки, допущенные при выполнении служебных обязанностей, определил меры по их устранению и обозначил приоритетные направления деятельности на второе полугодие. Одной из таких задач для всего личного состава и для начальника отдела стало поручение организовать плотное взаимодействие со службами и организациями района, начиная с администрации. В свою очередь глава муниципалитета Ильдар Махмутов обратился к полицейским с поздравлениями. Накануне отмечался День Коми полиции. Ильдар Зульфарович пожелал личному составу отдела здоровья, благополучия и успехов. Хочу отметить, что Сосногорский район и полиция в Сосногорском районе всегда отличались тем, что работали результативно, всегда были, как говорится, на первых позициях по многим направлениям. Личный состав здесь опытные сотрудники. Вот многих я знаю еще с тех пор. Вот поэтому я Павлу Сергеевичу желаю тоже удачи на этом сложном поприще. Вот. Но я думаю, что если министр определил вашу кандидатуру, то я думаю, что это не просто так, с задачей справитесь. После Ильдар Махмутов вручил почетные грамоты главы района отличившимся полицейским. К награждению присоединился министр внутренних дел. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Вести Тимана, Сосногорск. В Доме детского творчества стартовала инклюзивная смена оздоровительного лагеря на базе учреждения. Каждое лето педагоги ДДТ готовят для маленьких сосногорцев с особенностями здоровья программу увлекательных мероприятий. Смена обещает быть насыщенной и интересной. Организовано проведение познавательных, коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате, в мобильном планетарии, занятия по профилю медиа и робототехника. И, конечно, предусмотрен цикл творческих мастер-классов, тематических встреч, игровых интерактивных программ, концертов, выставок и многое другое. В рамках смены ребята смогут получить новые знания, умения, навыки, найти новых друзей и просто хорошо, используя, провести свое время. Всего в смене 40 ребят. 10 из них имеют ограниченные возможности здоровья, инвалидность. Работая над организацией профильной смены лагеря, педагогический коллектив ДДТ создал особую инклюзивную атмосферу с помощью программы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями. Она построена таким образом, чтобы обеспечивать максимальное взаимодействие всех детей в лагере и развивать личностный потенциал каждого. У детей с особенностями развития есть возможность общаться, социализироваться, учиться вести себя в обществе. И вообще это вот большой опыт социализации и общения для таких особенных детей, когда в обычной жизни их общение просто ограничено. Весной этого года учреждение выиграло конкурсный грант от Министерства просвещения Российской Федерации.
По этому гранту ДДТ получил субсидию более 6 миллионов рублей из федерального бюджета на создание условий для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями. Кирилл обучается в Доме герского творчества 8 лет, и поскольку здание не было приспособлено для маломобильных детей, занятия проводились дома. Но вот сейчас Дом детского творчества выиграл замечательный грант, ведутся работы по созданию доступной среды, и вот у детей маломобильных, детей с особенностями развития появляется возможность посещать это здание, приходить на занятия, приходить на мероприятия, развиваться, общаться, развивать свой кругозор. По государственной программе «Доступная среда» выполнен большой объем ремонтно-строительных работ по доступности объекта. Созданы современные материально-технические условия для развивающего отдыха и досуга детей. Также хочу отметить, что на сегодняшний день 100% педагогических работников ДДТ прошли повышение квалификации в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена по программе «Инклюзивная образовательная среда». Данная возможность была нам предоставлена на безвозмездной основе, так как мы вошли в число победителей конкурсного отбора. Задача педагогов-психологов – бережное сенсорное и эмоциональное развитие, а также реабилитация ребят с ОВЗ. На групповых и индивидуальных занятиях специалисты оказывают помощь и поддержку в адаптации, выстраивают эффективные алгоритмы взаимодействия между всеми детьми. Смена продлится до 18 августа. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.